Одежда не только защищает от холода, но и раскрывает душу человека. Поэтому многие мастерицы во время шитья поют песни. Песни эти разные в зависимости от предназначения костюма. Ну что, друзья, мы проходим в дом, и тут прямо с порога можно видеть всю историю династии Слепцовых. Об этом нам сейчас подробнее расскажут, про каждый экспонат, потому что действительно это не дом, это целый музей. Вот это шила наша мама. А что вот это такое? Вот это на оленя вот так одевают. Ой, так оно вот. звенит, такое красивое. Звенит. Вот. Ваши старые вот эти, смотрите. Вот. У вас получается и Колокольчики. производство из вашего же, да, получается, материала? Из оленевого же. Из оленя ничего не оставляем мы. Вот. Все это шила наша мама. Вот это все. И все одежды тоже сами шьем. Вот сейчас я дальше. Вот. Друзья, вот я хочу прям показать, тут это ювелирная работа, потому что не видно ни одного шва. И все очень красиво, и видно, что на века сделано. Даже у оленей есть стильные аксессуары. Да. А вот этот рисунок, который вы делаете, он как-то относится к фамилии или это просто национальный больше? Это национальное. Именно по улусам, она по селу все отдельно. Вот в Момском улусе мы носим вот эти квадратные шашечки, вот эти, да, вот такие? шашечки и вот ромбики. А вот это что? Это накидка, да? Ага, это накидка на оленя. Завтра мы этих оленей вот этот самый, на упряжке. Ага. Вот так. Вот так упряжка оленя. Вот так и вот здесь. Вот так. Вот тут голова оленя. Будет, ага. Здорово. Это же сколько труда. Это долгими зимними вечерами вы, наверное, сидите всей семьей за рукоделием. Да. Пойдемте дальше. Вот это я шила, тоже обновила. И как чтобы не отстать от матери, я вот так копию сделала. Это вы вручную все Я шьете? вручную все шила. Ух ты. Вот это лабаши оленя, вот этот. И вот так вот Откуда вы вставила. черпаете вдохновение для рисунков? У меня как-то, когда шью, я с малых лет шью. Поэтому как-то, когда шью, мне очень хорошо. И все это сразу. Само образом, да, сразу приходит? идет. Ага, как Вот это, я понимаю, это вот как раз-таки момские хребты. Да. Солнышко над ними. И вот олень. А это танец оленей. Ага, танец оленей. Вот. А вот это самое старинное. Сколько лет этому костюму? Прошлый век. Прошлого века. А это рабочая бабушки. одежда или она какая-то праздничная? Она как-то Нет, отличается? отличается, это праздничные. Ну, можно этот самый надеть. Они в старые времена же, они вот так вот, они сами выделывали равдугу, вот так делали же, и носили вот эти. Они были рабочими этими. Ой, а ножка Вот они такая сами, маленькая. вот они сами вот вышивали. Вот это самое, сами вышивали. Вот смотрите, вот этот ворс вот этого оленя, этим вышивается. В те времена ниток же не было, дефицит же был. Вот материал кое-как находят, вот это все вручную сшито из этого оленя. Так это ювелирная работа. Да. Ага, это наши бабушки шили. Вот и сохраняется до сих пор вот такая равдуга. Дуга это правильно, да, называется? Равдуга. Равдуга. Сейчас мы тоже делаем такую равдугу, но не Она такой. такая мягенькая. Вот. Вот этот наш, самый эмблема, белый олень Это для венов. символ, Это символ нашего. Я шила тоже коврики. А вообще белый олень это редкость? Да, ага. Стада. Вот тоже вот эти это панно. Я вот этот из лабашей оленя. Вот это. Лабаши это что? Лабаши это лицо оленя, вот такое лицо. А вот этот камус. Вот этот можно, вот это лицо вот это сделала. А вот это шила моя мама. Это уже рабочая она. Вот это из шкур барана.
Это, получается, шьётся. шерсть всё делается вовнутрь, да, чтобы Ага, теплее было? ага. Ну, как дубленки же есть, вот такие вот они носили. Вот. И вот до Это каких у них температур можно в них работать? Можно всю зиму, у нас же зима холодная, минус 60. А под низ свободно. что-нибудь еще нужно одевать там? Нет, сразу на этот, на нательную нательное рубашку, можно. да? Ага. Вот маленькие дети, вот когда мы кочуем, да, вот ими тоже сшила. Вот так и кочуют. Ничего тут не одевают они. Так они еще легенькие, да, то есть да. и движение сразу нести стоит, одеваются, и носить ага, не и тяжело. сразу носятся, потому что мы долго-долго кочуем на нартах, поэтому детей вот так одеваются. Вот тут вот обычно разрез бывает, а вот они вот сзади, как памперс. А тут они, если ребенок маленький, кладут мох вместо памперса. Ух ты! А вот это тоже моя мама шила, мамина тоже национальная одежда. Это праздничный, да? Ага, это уже возраст? праздничные. А бусинки где брали? Бусинки даже не знаю, это же прошлый век же, поэтому вот откуда я не знаю, они же все время меня обмениваются на шкуры, на этот. Они шили вот эти торбаза, торбаза шьются. Вот так мы выделываем вот эти шкуры, вот эти вот такие шкуры, вот так выделываются, и из них можно шить вот этот спальный мешок, шьется. Вот такие шубы шьем вот из этих осенних шкур. А это где у оленя Удел. вот такая вот длинная шерсть? Это такая коробка? это зимняя шерсть. А. Зимняя, а вот это осенняя. Это уже после Ага. линьки, Да, после да, зимней, летом осенью, не августовская. Ага, августовская. А сейчас вот в последнее время вообще сам олень, у него как? У него сохранились его полезные свойства? Он такой же здоровый и выносливый, как раньше? Или же сейчас есть какие-то Сейчас есть проблемы? какие-то изменения. Вот я шью уже с малых лет, и поэтому я же тоже работаю же в этом чумработницей, и я уже замечаю вот сейчас олени, они вообще уже другие пошли. Даже вот такая вот шкура другая у них. Все в оводе почему-то. А почему раньше не было? Раньше вот оводов не было, и очень хорошие вот такие ровдуги получаются. Вот это я из маминых ровдуг сделала. Это я шью вот такие ровдуги сделаю. Вот этот шила для своей внучки. Ты, солнышко такое красивое, этот рисунок. Распашоночки такие, вот эти вот Жилетики, ага. красивые. Вот она сейчас, ей уже 14 лет. Вот такие красивые олени бывают иногда. Масти такой масти. Вот он ты делает. А вот это какие, уличные тапочки или домашние? Нет, домашние тапочки можно в этих тапочках дома ходить. У нас же холодно, у нас же печное отопление, поэтому придется дома, чтобы теплее. Вот А такие. что вот это вот? Вот это мой музыкальный инструмент. Как он Тоже называется делается. правильно? Когти оленя. Вот это когти оленя. Вот смотрите. Вот это варится. Вот эти суставчики вот такие. Ага. Вот они вот это белые бывают, черные бывают. Они от масти как-то зависят? Да, от масти зависят. И вот так музыкальный инструмент. Вот так и поем. Вот из этих костей можно делать вот такие. Вот сделала я этот. Это из костей, да? Из тоже? костей, ног оленя. Очень делается красивое бусы. украшение. Ага. Вот эти все. Вот варим и делаем. Варится все это. Мгм. А вот такие называются венские овсы. Овсы. Это уже современный стиль. Мгм. Это я шила. Овсы шьется. Вот эта сумка для шитья, для швей мастериц. Вот тут все. Я так понимаю, получается, мастерицы, они всегда с собой вот имеют Да, швейный как набор. сумочки. Вот все. Вот тут наперсток, вот тут иголочки. И все это. булавки. Ага, сюда булавки. Ага.
И обязательно у каждой хозяйки чума должно есть вот такие эти. Это как с приданным вместе идет, да? С приданым вместе идет. Вот сейчас я стала еще шью вот эти перчатки женские. Еще шьется мужские перчатки, тоже сейчас в данное время Ой, у какие меня они нету. красивые, они такие ажурненькие. Угу. И они тоненькие-тоненькие. И очень красивые. Здесь еще вот такое есть перфорирование для украшения. Вот Здорово. еще можно вышивать. Это все шьется вручную. И шьется вот этим. Как оно называется? Это что? Этот жилы оленя. Вот с этой бывает со спины мы берем для шитья, нитку делаем. Ну как вы ее Вот этот вот так вот на спине оленя вот такие жилы бывают, вот эти жилы. Все снимаем, специально сушим и делаем вот такие И они прочные? нитки. Очень прочные, даже в воде можно. Поэтому шьем эти торбоза, и они не мокнут, и не рвутся, и долго они сохраняются. Сейчас такие почти что редко кто пользуется этими. Вот. Я еще хотела вот про шкур хотела рассказать, да? Вот эти шкуры оленя, это все, это разное делается. Вот обрабатывается разными этими. Я обработала этот из жира оленя, который холодец делаем, там жир выплывает, и этим делаю. А зачем? Чтобы она была Чтобы она, водоотталкивающая? водоотталкивающая. И перчатки рабочие для оленеводов вот такими шьем. Получается тоненькая-тоненькая, если вы видите. А вот этот буллана из печени налима. Тоже ее Обработка. обработали. А это для чего такая обработка? Тоже так же водоотталкивающая, тоже для рабочего этого идет. Для торбозов и хорошо. Но они для торбозов толстые эти надо шкуры взять. Они такие. А вот это я попробовала делать кожу. Оказывается, ту кожу можно делать. Я мастер-класс была у Саамов. Научилась делать кожу из оленя. Кожа. Это замжа называется, а это кожа. Отличается же, да? Да, конечно. Вот, можно делать кожу из оленя. И можно шить эти ботинки, сапожки. Можно шить из этих. Современный стиль клатч сделала. Тоже Очень из этих. стильно. Для выставки. Но сейчас у нас в последнее время очень возвращаются именно этнические мотивы, особенно вот дань уважения своим корням. То есть многие девушки в городе, даже их летом можно уже увидеть, они какие-то с национальными мотивами. Я думаю, эта сумочка составит конкуренцию любому другому бренду разрекламированному. Потому что она действительно очень непрактична, еще и она уникальна в том, что это ручная работа. И Да. второй такой сумочки вряд ли найдешь. Нету, вообще это во всем мире. эксклюзив. Вот так. Вот так заготовки шью тоже вот эти. Узоры разные бывают. Вот эти наши сейчас камуса оленей. А что значит этот узор? Это тоже рога оленя. А, это рожки. Похоже, рожка оленя. Тоже со значениями шьем. Вот. Мягенький Сейчас, такой. Сейчас унтики, вот такие унтики получаются. Ну вот я как-то была в стойбище оленеводов, и мне показалось, что шерсть очень жесткая. Как-то обрабатываете? Ну, обрабатываю. Вот так обрабатывается. Вот эти у меня, вот Это эти что? есть. Вот это называется кочай. И у меня есть вот этот. Кавер, держи-ка. Вот этот вот мы обрабатываем, как, если коротко ясно рассказать. У нас есть вот такая, вот доска. Берем вот эти вот камуса и делаем мездрю, этот самый шкуру снимаем от этого, да, сперва вот так. Вот это у нас называется кочай. Вот так снимаю, кочай называется. Потом этот мездру сняли и намачиваем. Мездра – это, получается, остатки вот, мышц, крови, сукровицы. Да.
Потом обрабатываем этим. Я обрабатываю печенью. Печень варю и этим обрабатываю. Можно обрабатывать этот самый древесной этой трухой можно. И вот вручную вот так выделываем. Вот так, вручную Уже все. разминаете. Уже разминаем, и получается вот так. Такая вот мягенькая. И сколько времени уходит, допустим, ну, на вот такое изделие небольшого размера? Где-то неделю, наверное, 10 дней. Ну, смотря какой. Вот этот выделывается 2 дня, например, да? Сразу выделываешь 8-10 штук. Вот. А в общем, если они сырые, уже неделя идет. Сырые надо же снимать все этот, потом сушить, а потом вот этот выделывать. А потом шить, это уже идет почти полмесяца типа. Ну, получается, вот эти торбоза, вот этот материал, это полностью вот этот, если убрать отсюда верхний слой вот эту вот. Нет, это от шкуры. Вот от такой шкуры снимаем, вот этот такой шкуры, вот этот шкуру снимаем, вот этот вот равдуга получается. Вот такие шкуры снимаем, и вот это такая равдуга получается. А шерсть куда вот эту, которую снимаете? Вот шерсть, которую снимаем, мы вот делаем вот такие. Вот смотрите, вот этот, вот у нас седло. Это в уменьшенном виде седло. Вот в это седло вот эти набиваем. Можно из них сделать матрасы, подушки, все, что этот самый. И они воздухопроницаемые же, вот этот мех. Из них же, получается, еще куртки же делают. Пуховики делают же сейчас. Не знала. Да, есть в Якутске уже делают вот такие. Поэтому она уже этот самый полезный же все в отход ничего не идет. Вот всё абсолютно ничего. То есть олень кормит, еще и одевает. Да, да. И еще и предоставляет возможность комфорта. А вот для этих вот такие даже вот шьем вот эти подошвы. Подошва шьется. Вот этот. Это как стелька? Нет, вот нет, снаружи вот. А, вот. То есть она еще и не скользит. Не скользит, ага. Очень хорошая, он теплая. Она ноская. Можно десятилетиями носить, если хорошо шить. Вот она, знаете, вот это называется щетка. Она находится вот в этом. Вот копытце? Копытце. Вот копытце же есть. Да. И вот тут есть щетки. Вот эти. Вот такие квадратиками, вот поэтому маленькие квадратики. А, и поэтому вот она вот такое сделана. Квадратиками шьем. Мозаичного такого плана. А если честно, друзья, вот на ощупь она как засушенная рыбка. А потом это уже тоже выделаем, вот как эти камуса, и они должны вот такими, не только не очень мягкими, а так, чтобы носить и шить. Мягкими должны быть. Вот это только шило. Вот. Сколько у вас тут всякого интересного. А вот этот было для бурана. Для рабочей, это уже рабочая одежда. Эти не дудика на галангере, мотески. И в этой рукавице спрятаться могу. Такая большая. Там еще и внутри мех. Да, внутри мех баранина. А вот это отверстие для того, чтобы вот так оставить. Чтобы вот так оставить. Она ранена, тахаджи туруина. Вот, когда дети маленькими были, они кочевали все время же, поэтому у них была коляска типа коляски, вот этот бебе называется. Это маленький, такая, как колыбельная, вот таких. А потом, когда подрастает, вот таких садятся, вот, когда кочуем, вот так вот делают вот, детей. А, их вот так поддерживают? Поддерживают. Вот и это вот так. впереди, чтобы они тоже не упали? Вот так они, чтобы держалась. Держать с двух сторон эти подушки и вот на оленях. Вот так они, у них же детей было. Я в семье восьмая. А я только родилась в больнице.
А все 7, они родились, вот мои сестры и братья. У нас 5 сестер и 2 брата. И они все родились в палатке. Наша мать их родила в палатке. И вот представляете, 5 детей, вот все вот таких, когда кочуешь, и всех надо вот так их этих седлах Это же носить. экстремальные условия. Да, она там родилась и зимой, и летом. Даже мой старший брат родился 31 января. 1 января. Это же самые морозы. Ночь, ага, самые морозы. Вот это я тоже шила, сама шила. Ага. Вот это Орнамент это национальный, да? Да, Вот да, эта вышивка ага. из бисера. Вот этот был, она шила, вот моя, у меня одна дочка, она сейчас работает бухгалтером-экономистом, вот она шила. Мы всех прививаем, всех наших детей прививаем к нашей национальной, чтобы они не потеряли нашу традицию, Корни. обычай, корни. Ага. Вот поэтому наши внуки тоже шьют. Вот это моя внучка все шила. Вот это Ей вот только первая её моделька. ей только 14, а она шила вот это в 1 классе. Как они родятся, уже с 3 лет они уже держат эту иголку с ниткой. Сами. Мы их ничего не заставляем, у них в крови уже есть. Вот. Вот тоже она сейчас у меня уже, моя дочь уже вот шьет вот такие уже стильные одежды. Ну вот я смотрю, вот прям из гипюра уже это. Ага. Она шьет, она. Ага, все. Вот. Вот. Сейчас вот это была она. Раиса Степановна, вот моя сестра. Как выросла. Вот она сейчас шьет. Вот эти все делает. Можно она будет рассказать. Сами шили. Вот это из бараниной шкуры шитая. Это зимой такое одеваешь, зимой одеваем, чтобы не холодно было. Вот это шерсть Шерсть барана, да? барана, ага. Внутри. Она, в отличие от оленя, она короткая. Короткие, ага. Это тепло, зимой тепло. Вот на этих одеваем и ездим мы. И она еще и не продувается, да? Нет, не продувается. А вот это я дочке шила. А у вас сколько детей? У меня 5, Ух ты. 4 дочерей и сын 1. Вот такие передники вот на праздничные эти одежды я шила. А вот это? Нет, это специальный этот продаются. Вот, чтобы это, вот звук это, чтобы отпугивает этих злых духов. духов. Ага. Поэтому А так вот шьют. цвета, которые используются вот в ваших национальных Это природные. А раньше наши предки шили голубым, красным и черным и белым цветом. Голубой – это небо, Ага. белый – это снег, Снег, красное – солнце, солнце, а черное а черное это деревья. Зимой деревья же бывают же эти стеной темные. вот так стоят, да? А вот это я шила дочке, чтобы использовали эти цвета радуги, Очень красиво. природные эти. А у вас на ваших праздниках национальных бывает такое, что молодые девушки, они устраивают показы какие-то Да, модные? бывает, специально показываешь свою шитую эту одежду разные. И зимние, и летние, и весенние. Отличается все. Так показываешь. По сезону, да? всё? По сезону. А вот внучатам шила тоже. И при этом, бисером. кроме шитья вот этого кочевого образа жизни, у вас еще и была и работа, Да, какие-то работа, другие да. обязанности, за Да, домом да. смотреть. В палатке живем мы. Пастухи приезжают, все готовое должно быть, чайники, все, обед готовим, все. И в это время шьем. У вас в сутках больше, чем 24 часа. Да, ага. Как вы Вот, успевали вот это такие эти шьем мы. всё? Вот это что? Вот это седло как раз. Это у нас называется это матага.
Ну, Она для чего мы нужна? для это вещей туда ложим. А, мы. это как вещмешок. Как весь мешок, ага. А вот эти тоже такие седла сами шьем. Вот, например, вот такие сперва делаем, да? И шьется вот от соленей шкурки. Сверху оббивается и Ага. заполняется как раз таки Ага. вот этой шкурой. Вот так шьем. И седла разные. И ездовые седла тоже так и тоже шьем. Вот. И вот такие сумочки для детей тоже шьем. Ну, вот. Это от олененка. Когда весной отелятся, да, и олененки это погибают некоторые, а мы шкурки не бросаем, берем и используем вот такие разные всякие эти сумочки, эти такие эти украшения делаем всякие разные. Да, у вас все такие модницы. Да. Вот тоже коврики. Вот дети мои занимаются разными этими, внуки. Вот из дерева. Вот. Это для чего? Это что такое? Это Гриша сделал, внук. Ой, так она деревянная. Ага, для ручки. Ух ты. Чернильница, наверное, и это перо. Чтобы перо ставят, держать, ага. тут чернила. Да. А вот этот сундучок тоже внук сделал в школе. И мне дарили. Сами делают, и мне приходят и дарят Ой, я знаю, бабушки. что это такое. Это харасхала берет. Ага, это хорошо, я дочка шила. А вот этот орнамент, он что-то значит? Ну, он от чего-то определенного защищает? Да, это защищает от сглаза. Разные есть здесь. От глаза защищает. Так вешаешь дома, Угу. чтобы не сглазили, чтобы все дома все было. Здоровье было нормальное. Ну, и это самое главное Ага, в самое тайге главное. жить. Ага, вот. И дети мои, дочки шьют все, помогают мне шить. А это вот ваша история, да, получается? Это династия, история, стада номер 1. Когда мы были маленькими, отец, мы учились, заканчивали летом, и он приезжал за нами на оленях, и на оленях это в стаде ехали. А где заканчивали, где учились? Здесь мы учились. А, в школе здесь, в да? школе здесь, ага. Оленьи шкурки, ничего не остается. И рога, все, и вот такие. Вот это я понимаю, вот чемпионство, да? Получается, Это- та самая красная лента, которую Ага, здесь вот это, можно ага. увидеть. Вот отец нас, вот. 72-й год. Ага, Момского района по оленеводству. Чемпион. ага. Чемпионом был дважды. 2 года подряд, получается. Да, ага. 2 года подряд. А вот по каким параметрам определяли чемпиона? Ну, за высокие эти взять за показания. Выход тугутов, Тугуты это кто? олененки. Это новые эти же ребята. Ага. А вот что касается белого оленя, это получается олень альбинос? Бывают такие альбиносы. А когда появляется такой олень в стаде, это что-то значит? Значит, ага, благополучие.